11 красавіка 2011 года, 18:55. Выбух на станцыі Кастрычніцкая падзяліў гісторыю сучаснай Беларусі на да і пасля. 15 загінулых, сотні скалечаных і краіна, якая ў адно імгненне страціла адчуванне бяспекі. Але чым далей мы ад той даты, тым больш відавочна, афіцыйная кропка ў справе Канавалава і Кавалёва больш падобная да шматкроп'я. Ужо праз лічаныя гадзіны пасля трагедыі, калі ў тунэлях яшчэ стаяў пах дыму, на пероне з'явіўся Александр Лукашенко. Побач з ім маленькі сын Мікалай. У любой дэмакратычнай краіне спецслужбы ніколі б не дазволілі кіраўніку дзяржавы, а тым больш дзіцяці, увайсці ў эпіцэнтр месца, дзе адбыўся тэракт. Пакуль следчыя павінны былі збіраць доказы, па месцы злачынства крочылі боты, затаптываючы сляды, якія маглі б прывесці да сапраўдных заказчыкаў злачынства. Тэракт стаў зручную шырму для беспрэцэдэнтнага кантролю. Краіну накрыла хваля прымусовага збору адбіткаў пальцаў. Пад выглядам пошуку тэрарыстаў сілавікі стварылі татальную біяметрычную базу ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі. Судовы ж працэс стаў іспытам для беларускай адвакатуры. Сёння варта згадаць тых, хто, нягледзячы на каласальны ціск сістэмы, спрабаваў захаваць прафесійную годнасць. Дзяржаўныя адвакаты Станіслаў Абразей і Дмітрый Лепрэтар сталі голасам сумневу. Менавіта яны звярталі ўвагу суду на нестыкоўкі. Відэазапісы з камераў назірання мелі прыкметы монтажу, а час, за які Канавалаў нібыта сабраў бомбу і пранёс яе ў метро, не супадаў з фізічнымі магчымасцямі чалавека. Афіцыйна Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў былі расстраляны ў сакавіку 2012-го. Аднак расследаванні кіберпартызанаў выявілі жудасныя разыходжанні. Дадзеныя сістэмы АЭС-пашпарт шакуюць. Даты расстрэлу ў базе не супадаюць з афіцыйнымі. Калі Кавалёў сапраўды жыў яшчэ 2 месяцы пасля абвешчанай кары, то што адбывалася за зачыненымі дзвярыма КДБ? Чаму усе рэчавыя доказы былі знішчаны з небывалай хуткасцю? Гэтыя пытанні застаюцца без адказу, як і пытанні аб сапраўдным матыве тэракту. Але сапраўднае правасуддзе яшчэ наперадзе. 15 гадоў дастатковы тэрмін, каб зразумець. Пакуль у справе аб выбуху ў метро ёсць сакрэтныя пратаколы і знішчаныя доказы, яна застаецца адкрытай ранай на целе нацыі. Памяць пра ахвяраў патрабуе не толькі жалобы, але і сумленнага адказу на пытанне, хто насамрэч падарваў менскае метро. 11 красавіка 2011 года дзе вы былі і што адбывалася з вамі ў той дзень і ў наступныя гадзіны? Распавядзіце, як выглядала ваша асабістая гісторыя ў кантэксце гэтай трагедыі. 11 апреля я действительно находился в городе Минске и во второй половине дня выехал к себе домой в Витебск, и, подъезжая к Орше, мне позвонили и сказали, что вот что-то в районе метро Октябрьская что-то творится, якобы взрыв. Вот я зашел в соцсети, так сказать, и сказал, это паника какая-то, говорю, это такого не может быть. Ну и буквально через 3-5 минут уже пошла информация с фото, с видео, что произошел вот это страшное событие. Вот. И мне как раз-таки звонил очевидец, который говорил, у него родственники жили как раз вот в этом доме, который находится над магазином «Центральный», где находится станция метро Октябрьская. Вот он выскочил во двор и, в принципе, видел весь этот страх, как выбегали люди, как были скорые помощи, и он сам оказывал помощь людям, которые метались по проспекту, выбежав из станции метро. А, спадар Павел, наколькі я ведаю, улады нават спрабавалі інкрымінаваць вам арганізацыю тэракта. Як гэта ўсё адбывалася? І вас затрымалі. У чым вас абвінавачвалі? Якія следчыя дзеянні праводзілі? Як доўга вы заставаліся пад ціскам следства? Я ведаю, вы адбылі тэрмін нават 15 сотняў ці... Да. Смотрите, мне опять пришлось попасть в Минск 19 апреля. Я должен был улетать в Стокгольм. Вот. Но позвонили коллеги-правозащитники, что
на квартире, где они собрались рано утром там попить чай, кофе, туда ворвалась милиция. Вот, и я приехал, так сказать, на эту разборку. Вот, и вот там меня фактически задержали. Сотрудники, которые были в этой квартире, сказали, что начальник Фрунзенского РОВД очень хочет меня видеть. Я говорю, если хочет видеть, пожалуйста, я здесь, пускай приезжает и меня увидит. После этого я был жестко задержан, брошен в микроавтобус, доставлен во Фрунзенское РОВД города Минска. И в отношении меня был составлен протокол по непосредственному подозрению в совершении уголовного задержания, по непосредственному подозрению в совершении преступления, вот, как раз-таки за теракт. И начались следственные действия, допросы, фотографирование, силовые снятия отпечатки пальцев, потому что я добровольно отказывался сдавать. И все это проходило довольно жестко под контролем тогда начальника Фрунзенского РОВД, ныне депутата Палаты представителей Гайдукевича. О, Вот. И когда я пытался следователю сказать, что вы же на всю страну уже объявили, что так называемые преступники задержаны, то в чем вы меня обвиняете? Мне было четко сказано, что я являюсь организатором данного преступления, что это я заказал вот это действие. Вот. И у меня, честно говоря, в тот момент был разрыв мозга, потому что я понимал, что, ну, в принципе, ну, вас ничего не надо доказывать. Скажут, что это ты. И только лет через 50, через 100, когда откроются архивы, вскроется какая-то правда. Правда, ни мне, ни моим родственникам, ни моим коллегам от этого легче не станет. Дык а вам Вот. патлумачылі, чаму вас заподозрылі, як то бок гэта было з-за таго, што вы патэлефанавалі свайму сябру, ці з-за вашай праваабарончаскай дзейнасці, ці, мабыць, былі нейкія іныя на гэта Знаете, пытанні да вас? насколько сейчас помню, когда мне так говорили, я насчитал на пальцах 7 таких, так сказать, предъяв, если так можно сказать. Первое. Я оппонент власти. Я проходил службу в инженерных войсках, но инженерные войска – это те войска, которые связаны в том числе с минированием, с разминированием. Вот. Я по своей службе находился в том числе в Йеменской Арабской Республике. Это место, откуда там выходца Аль-Каиды, да. Вот. Я из Витебска. Мне было сказано, ну вы же из Витебска. Я говорю, ну в Витебске еще больше 300 тысяч населения живет, да. Вот. Ну, вот какие-то такие вот маленькие штришки, вот их набралось 7, но я понимал, что, в принципе, для Белоруссии этого вполне может хватить для того, чтобы быть третьим в этом деле, или в этом деле могло быть и 5, 7, и 10 человек, как бы власть определила. Я не знаю, что сыграло, но я следователю сказал, говорю, вот вы занимаетесь просто ерундой, вы возьмите, позвоните в Витебский КГБ, вот они вам скажут, да, с кем я общался, где я питался, кого я посещал, что я делал. Вот, и вам сразу станет известно, что понятно, что я к этому делу никакого отношения не имею. Не знаю, были ли такие звонки или не было таких звонков, но после где-то 8-часового допроса меня увели в другие кабинеты и начали
составлять на меня протокол якобы за мелкое хулиганство, что я сам пришел во Фрунзенский РУВД и начал всех, ну, в то время это было модно, когда гражданские активисты, правозащитники, независимые журналисты почему-то вот становились такими только люди, которые выражались нецензурной бранью в общественном месте. Так, Составили на меня такой протокол. у гэтым Что-что? выбачайся, у гэтым кейсе Да. ёсць яшчэ такое пытанне дзіўнае, мабыць, у вас ёсць як пракаментаваць, што адразу там менш чым праз гадзіну пасля выбуху ў метро з'явіўся Лукашенка, узяў з сабой малодшага Колю, і ў тыя часы і зараз гэта ўсё было вельмі падазрона, і як яно счытвалася тады, і ці было гэта нейкім пытаннем, чаму менавіта ён так упэўнены ў тым, што не будзе больш ніякага выбуху. І як гэта ўспрымаецца цяпер? Ці ёсць гэта нейкім сігналам, што не ўсё, як кажуць, адназначна ў гэтым кейсе? Ну, для меня это до сих пор не все однозначно, потому что я из Витебска уже когда освободился, и вот эти, дайте я скажу, вот эти 10 суток сидел, я, в принципе, понимал, что у нас часто сажают по административке, да, которая потом переходит в уголовку, и я понимал, что эти 10 суток, которые я сижу, власти там пытаются найти какие-то, может быть, еще какие-то зацепки, связи и так далее. Ну, наверное, не нашли, и поэтому я, в конце концов, вышел на свободу. Я все 10 суток держал голодовку протеста. Вот. А что касается этого события, то у меня до сих пор очень много сомнений. То, что Лукашенко с ребенком пришел на это место, и это вообще вопиющий факт. В мире такого не было. Вот. И многие другие моменты, которые вскрылись на судебном заседании, на которые я приезжал из Витебска в Минск. И больше всего меня поразило то, что когда потерпевшие, когда им предоставили последнее слово, да, вставали и говорили, обращаясь к так называемому высокому суду, вот, что он не предоставил достоверных доказательств того, что люди, которые находятся в клетках, причастны к этому действию. То бок вы лічыце, на вашу думку, што былі парушаны правы чалавека падчас расследавання і судовага працэсу, так? Да, это однозначно, это однозначно, и тут даже Комитет ООН по правам человека подтвердил, что Коновалов не обращался, семья Ковалева обращалась, и Комитет ООН по правам человека подтвердил, что права Ковалева были на справедливое судебное разбирательство были нарушены. Больш за тое, И также было нарушено право на его жизнь. Асуджаныя Кавалёў і Канавалаў былі расстраляныя вельмі хутка пасля прысуду, яшчэ да таго, як іхныя маці паспелі падаць апеляцыі ў камітэт правоў чалавека ААН. Як ставіцца да такой практыкі і ў кантэксце гэтай справы і ўвогуле да смяротнага пакарання ў Беларусі менавіта вы, Павел? Смотрите, они успели подать, и Комитет ООН по правам человека попросил Республику Беларусь до рассмотрения дела, значит, не применять смертную казнь. Но Беларусь ослушалась и смертную казнь все-таки применила. Я хочу сказать, что по роду правозащитной деятельности мне приходилось и приходится сейчас сталкиваться с людьми из правоохранительной системы Беларуси, судьями, прокурорами, следователями, милиционерами. И встречаемся не только в официальной обстановке, а где-то и в приватной беседе. И вот до расстрела многие из этой системы пытались меня убедить, что все-таки это те не расстреляли, а осудили тех людей, которые совершили якобы это действие. Да? А после этого быстрого расстрела, да, говорили, да, что-то здесь не так. А почему это власти так поторопились? Что-то здесь не так. То есть даже люди из системы начали сомневаться в том, что именно эти два молодых человека совершили этот теракт.
Мгм. А як вы лічыце, ці ёсць сёння, ці, мабыць, з'явіцца пасля змены рэжыму рэальная магчымасць правесці новае незалежнае расследаванне гэтай справы і што дзеля гэтага патрэбна зрабіць, ці можа гэта даць адказы сем'ям загінулых? Понимаете, я думаю, что возможность такая будет, это инициировать и даже начать делать. Но власть тоже учится на ошибках своих предшествующих диктатур, да, и подчищает следы, уничтожает доказательства своих преступных действий. Вот поэтому, думаю, сделать это будет тяжело. Вот вы сами сказали в ролике, да, о том, что доказательства, да, вещественные доказательства по делу были уничтожены. И то есть провести какую-то повторную экспертизу того же там части вагона, части каких-то там осколков и чего-то другого провести будет невозможно. Мы будем вынуждены опираться только на те бумажные документы, которые имеются в материалах дела, а проверить бумажку на том, что она сфальсифицирована или она действительно, я думаю, уже не будет никакой возможности. Дзякуй, Павел, за размову. Мне падаецца, што вось гэтая сітуацыя для шмат каго стала тым пытаннем, якое людзі сталі ўзнімаць. А ці за смертнае пакаранне? Мы шмат нашых знаёмых таксама сталі задаваць гэтае пытанне, што падаецца ў гэтай краіне гэта тое, на што нельга абапірацца, бо следчыя не могуць быць упэўненыя ў тым, што там пакаралі таго, хто да ніхто не можа заслужыць смяротнага пакарання. Але гэта пытанне для дыскусій беларусаў і беларусак, я спадзяюся, ў новай Беларусі адмены. Но чтобы эту дискуссию продолжить, то надо понимать, и граждане Беларуси должны понимать, что Беларусь единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. И мы вот, как, знаете, как изгой находимся на этом континенте, и мы должны понять, что никто из нас не застрахован вот, попасть в жернова системы и оказаться на, как говорится, расстрельном коридоре. Дзякуй, што падкрэслілі гэта і патлумачылі. З намі ў эфіры быў праваабаронца Павел Левінаў, і мы ўспаміналі страшныя падзеі красавіка 2011 года. Калі ласка, пішыце ў каментарах, што вы пра гэта думаеце, і падтрымайце гэту трансляцыю, бо гэта вельмі істотныя ўспаміны ў нашай гісторыі.